Я Никитин Петр Григорьевич, путешественник, странник, кто проехал на велосипеде в Европу, Азию, вот, где-то 70 тысяч. В данном случае я занимаюсь возрождением национальных традиций, ведической культуры наших предков, славян, православных, старовер. Вот это место силы, где 15 тысяч лет назад было капище, значит, Перуна. Данное место очищения от внешнего негатива. То есть это порчи, ну, плохое настроение. И вот когда человек приходит на такое место благодати, ну, проходит здесь, очищается, это символичные ворота. Вот так вот, вот проходишь, вот. Ну, потом приветствуешь, эта душа уже освободилась от бытового, приветствуешь род. Здесь тебя встречает твою душу, значит, твои предки. Вот. Дальше это руна, единение небесного, значит, земным энергиями, да? Вот. Ну, то есть космическая и земная сила здесь соединяются на этом месте. Почему на место силы? Вот. И вот здесь потоком благодати твоя душа очищается. Это можно прочувствовать, особенно женщин, так? У кого видение есть, можно увидеть. Для усиления, значит, можно, значит, еще призвать. Ну, такую мантру. Я душу и сердце Творцу открываю. Пусть прольется поток золотистый. Душу омоет и сделает чистый. Вот так 3 раза повторил. И у тебя получишь радость. Вот, если у кого-то сердцем плохо, его можно повторить. И вот связываешься с этим местом, если ты уже был. Так? А это вот место силы, где можно освободиться от внешнего негатива. Просьбу передать, вот желание. Если у тебя есть какое-то желание, то оно исполнится. А как? Исполнится. А как Значит, просить? это мысленно надо мысленную форму создать. Вот, то есть мысленно думать о своей вот желании и 3 круга сделать вокруг, значит, вот это обережного камня. Камни имеют символы, это обережные, которые, ну, воздействуют на выполнение этого желания. И вот потом просьба, это благодарение, это символ рода. А, вот эти буквы Камень, означают просьба, да? Просьба – это благодарение. Благодарение, так. Символ рода. Угу. Заповеди по Чуву – это покровитель Чуваш. Угу. Вот. Ну, данное место покровительства Сававит. Вот он имеет место, это мудрец. Значит, ну, на небесный такой вот мудрец, он который покровитель этого места. Вот тут еще мысленно надо проговорить свое желание. Она идет к роду. Салавит. Саволок. Вот. И вот тоже еще мысленно проговорил, поблагодарил. Значит, за общение, за наставление, за мудрость. Вот это вкратце. Если хочешь, чтобы исполнить твое желание. Вот такую технологию пройти. А там дальше, это вот тут можно общаться с предками своими. Значит, умершими предками. Вот, кстати, здесь вот тоже еще кумир будет. Мы еще тут установим место. Это клумбы. Это цветы, которые тоже очищают пространство. Это данное место, это общение с умершими предками, с родом своим. До 12 колена вы, если назовете имя, вот с кем вы хотите общаться, вот, 3 раза. И здесь можно общаться с этим своим предком. Вот, около этого места, места силы, это можно общаться, вот, женщина в основном. Это благоприятные роды, зачатие детей, у кого проблемы есть. Вот к ней можно обращаться тут и по женским болезням. Она способствует, значит, выздоровлению. Здоровительное вот такое вот. По женской проблеме. Ну, также вот
Зачатие детей я уже сказал. Но если кто-то сделает аборт, это не прощается богами. Мгм. Ну, меня зовут Никитин Петр Григорьевич. Мгм. И как это место называется? Это место силы, значит, от внешнего негатива. Около ручья это внутренний негатив, общение с богами у нас вот следующая площадка. Ага. И дальше еще есть место требы, там, где мы, значит, что даешь, то и получаешь. Так Кто скажем. может приходить сюда? Все могут приходить, только здравые люди, это значит не пьющие, не курящие, не шашлычники, конечно. Ну, здравые люди, не психбольные, конечно. А кто спонсирует все это создание? Бог. Бог. А Это- администрация или кто-то какое-то участие принимала в этом? Но в том году, значит, они мне помогли немножко. Значит, щебенкой вот кирпич дали. Вот, ну, так они, в данном случае, вот мне именно главный архитектор Стройков, значит, ну, задержки по другим проектам дает. То есть, как бы саботаж, что ли, можно сказать, волокита. Волокита. Ага. Извините, пожалуйста, а кому-нибудь помогло? Есть какие-нибудь? Да-да, это вот здесь уже на моем уже есть случаи, где целебные, чудесные исцеления, да. Так. Ну, у меня, значит, еще есть проекты разработанные, около 30 этих мест, где нужно оставить гранитные камни с обережной символики. Это, И это будет облагораживать не только человека, но и пространство. это в Очищает пределах, в пределах города, да? Да, в 30 пределах мест? города, да. Мгм. Вот еще, сейчас я получил добро в северо-западном районе, это, ну, Московский район, еще на 5 мест. Вот, ну, теперь нужно, вот, если помощь будет, кто может, вот мне гранит нужен, большие камни где-то, ну, кубовые такого размера, где-то около 7 хотя бы, вот еще камней надо, чтобы установить, чтобы они хорошо работали. Ну что ж, может кто-нибудь Вот, и увидит? щебенку тоже вот А мне как, надо. а как с вами связаться? Ну, мой телефон, значит, 8 951 99 86 791. Вот по этому телефону, значит, ну, вечером я отключаю, а так вот в течение дня можно, значит, если у кого-то есть такое предложение, вот, вот щебенка, вот это был бы и гранит, если это у кого-то есть возможность. Хотя отколыши такой вот, ну, вот буду благодарен. Ну Ну что и ж, боги тоже это воздастся. Это общение с высшими богами, очищение от негативных мыслей. Вот здесь вот как раз это происходит. Это общение с Перуном, Джива, Велес, Семарк. Ну, Семарк как раз вот бог огня, который передает, имеет связь с человеком и богами. Вот он последний. Вот на этом месте. Здесь вот мы поставили вот такие таблички. Ну, это высшими богами здесь еще как бы мало еще людей вот сюда приходят, готовые общаться с богами, так сказать. Это уровень духовный. Вот это вот все покровитель этого места. Мудрец Дарин. Чуть-чуть, вот. Значит, лад, покой, дружелюбие. Вот как раз вот на этом месте. Если его попросить, вот у мудреца,
И у вас сразу улучшается самочувствие, такое здравое получаешь, настрой. И на жизнь тоже. Вместо маты. Это сила, значит, в общем-то, для женской благодати, чтобы найти свою половину. Вот. Женские проблемы решает. Вот женщины здесь вот могут получить эту благодать, оздоровление. Обратиться, чтобы тоже, значит, услышано было и желание исполнено. Это вар. Это уже по мужским проблемам, для усиления чувств. Вот, тоже найти свою половину. Решение, да, вот, семейной благодати. Вот у кого мужские проблемы есть, вот обращаться к нему надо. Вар. Вот это такая вот место. На место требы. Это где человек, вот у него какая-то потребность есть, вот приходишь на это место, получаешь эти дары. Здесь это род. Общение по покровителю рода. Вот. Это ангел-хранитель, покровитель рода, духа человека. Вот на этом месте. Это обережная сила рода, которая способствует, значит, ну, благодати человека. Так. Это место общения с высшими богами. Праве. Отсюда мы православные. Праве. Слово праве. Православие. Вот высшими богами. Ну это духовное состояние, если у вас какое-то вот цели жизни, вы хотите определить назначение, вот это сюда можно приходить и может получить откровение. Вот это даже Бога место тоже. Лель. Лель это, вот если у кого-то есть таланты музыкальные, вот можно получить и раскрыть свои таланты музыкальные. Если на то рациональность, то он способствует раскрытию талантов музыкальных, кстати. Поэтому он лель. Поэтому он лель. Значит, это силовик. Вот, дает силы на жизнь, проблемы решения. А вот камень, это место требы, место силы требы. Что подашь, то получишь. А почему там лежат камни? Ну это просто положили для усиления. Для усиления этого места. Вот. Приходишь вот и даешь, так? И вот что положишь, там фрукты, значит, фрукты, урожай. Вот знаете, раньше это вот первые плоды самые лучшие давали, значит, вот, богам своим, роду своему. И потом, естественно, получали старицей. Свебушка, это страж этого места. Вот, страж этого места. Ну, ему тоже можно сдавать это, ну, значит, там хлебушек, вот, дары. Вот это место силы, он может получить откровение на разумение, на свою проблему какую-то, на жизненный путь. Это выход Велеса. Там тоже, вот здесь человека, если напутствие у тебя, значит, на путешествие, на отпуск куда-то в лес, по ягоды, грибы, вот можно попросить на удачу. А также, если он покровительствует, ну, как бы лесу, значит, растениям, вот если у вас, ну, там, проблемы вот с животными, с растениями, вот приносите их сюда, может быть, значит, улучшение. А это место радости. Когда мы приходим, вот мы получаем эту радость. Смотрим туда, вот на этот глаз. И вот буквально тут 1-2-3 минутки, и вы почувствуете, особенно женщины, вот эту благодать. Прямо там смотреть, надо туда посмотреть. И вы даже сейчас уже можете сразу чувствовать. Видите, на уровне живота вообще
и общее состояние. Вот это место, он называется свадебник, место Доловит. Вот здесь молодые пары, когда получают Божье такое напутствие на дальнейшую семейную жизнь. Значит, советую вот прийти всем молодоженам вот на это место. Побыть здесь немножко. Любомир. На Любомир вот. На этом месте они получат ну, такое вот напутствие от высших богов. Советую здесь вот посещать. Ну а если еще у вас какие-то просьбы есть, вот тут можно по этой тропинке ходить минут 5. И ваши просьбы тоже будут услышаны высшими богами. И предками тоже. И если они здравые, они исполнятся. У меня все желания исполняются. Посмотрели на эти места силы. Я желаю, чтобы вернуться к своим корням, всем людям, познать древнюю мудрость наших предков. Это заповеди рода, сварога, Перуна, Богородицы. Зная эти истины божественные, у нас будет, значит, продолжение рода благополучное, отсутствие будет деградации, которая сейчас наблюдается, а будет здравие. Ну, всем мужчинам я желаю, значит, отрастить бороду, мужская сила и связь с предками. Женщина коса, это связь с женским родом и женской энергией. Ходить в платье, иначе женственность потеряет. Выполнять свой долг, 9 детей. Тогда мужчина становится мужчиной, а женщина с семьей, после 7 детей, она становится только мама, семья. Ну а чтобы быть полной, это семья, это 16. Так что вот я желаю мужчинам всем быть крепким фундаментом, крышей, мачтой семейного корабля. Ну не пить, не курить. Я бы сказал, и мясо не есть, потому что злоба и агрессия идет от мяса. Быть здравыми, навести чистоту на Святой Руси нашей, земле матушки. То есть мусор убрать и серость. Ну серость в широком смысле. И избавиться от серых людишек. Их надо очистить с земли русской. И будет у нас благодать, здравие будет. И снова будем общаться с богами и будет быть богами. Люди, вы боги, художники, строители и сеятели своей жизни. Как ее нарисуешь, так она и будет. Как играешь, вот такой ноте такая тоже будет. И архитектор, и построишь, и воин. Значит, сохраним ее, здравые границы, построим. Вот так она и будет. И нашим детям то и оставим. Давайте будем здравыми. Это когда у человека в гармонии дух, душа и тело. Вот давайте рисовать здравие, радость. Еще бы это было качественно, красиво. И желательно с песней, чтобы все дела были, значит, такие душевные, радостные. Вот как по сказке репка. И порядок соблюдать. Репка – это плод жизни. Как ее натянуть? Дед – это дух, бабка – душа, внучка – это ум, жучка – это желание, кошка – чувство и серый быт, серая мышка, то есть на последнем месте. Вот такой порядок должен быть. И если вот мы этот порядок меняем, оттуда у нас неприятности получаются. Вот женщины, например, впереди вот женское начало, отсюда разбитая корыта. Сказки русские, это 100% правда. Вопросы, я потом еще объясню. Значит, все со мной. Так, ребята, пошлите, кто первый раз сюда? За мной. Боги уже встречают нас, это уже там около вот третьего дома. Вот там. Вообще-то здесь тоже уже хранители, вас встречают хранители. С каким вы намерением сюда приходите? Или вот с какой вы просьбой сюда придете? Доброе или нет? Кто сюда приходит царить,
курить, водку пить, шашлыки. Я еще раз повторяю, терять удачу. Значит, вот здесь вот постав, 2 ангела. Значит, с ним и тоже поприветствовал и здесь, и богов. Здесь они вас уже встречают и видят. Вот мы здесь проходим. И мужчины 2 раза, а женщины 3 раза. Вот здесь молодоженам место, где получает благословение молодожены. Кто будет здесь вот, свадьбы делать? Я вот всем желаю на некоторое время приехать сюда. Вот, свадебник – это слияние мужского и женского начала. Ну и стихи. Вот это было место. Вот за это место, как немножко побыть, вот это получается. Именно до молодых женов. Здесь мы получаем радость. Вот когда вы приходите сюда, ну, чтобы еще снять вот проблемы, надо сделать 3 круга против часовой часовой. По большому кругу или по маленькому. И почувствовать. И такой вот, ну, спокойно, такой настрой. Вот это. И смотрите вот сюда. Это каждую деталь может сейчас почувствовать. Кто почувствовал, сразу скажет, здесь хоть какое-то ощущение в груди. Ну, я вот чувствую. Так, кто почувствовал, сразу поднимите руку. Молодец. Так, так. Все? Почувствовали? Все почувствовали? Петр рассказал, да? Какие-то у вас производственные проблемы, тоже можно к нему обратиться. Вот это один из выходов. Он там еще тоже есть. Основной выход, здесь тоже квалифицированный. Кстати. И вот некоторые, да, вот тут вы можете сразу прочувствовать, если у вас вещи какие-то непонятные в жизни, вы получите какую-то мысль, может быть, направление, если не сразу, то потом. У кого есть какой-то вопрос, задайте, я могу гарантировать, что в конце вот этого всего мероприятия вы получите ответ на это. Кто может вслух сказать свою проблему? По какому пути пойти? А? По какому пути пойти? Темному или светлому? Ты однозначно только по светлому. Много путей. А это ты должна сама выбрать. Вот куда. Ну, я, например, я тебе отвечаю сразу. Значит, кого нельзя заменить? Значит, маму никто не может заменить. А, вот и все. Вот и выбирай. Мама может быть министром образования? Да. Нет. Какая, если у нее в мозгах тетрадка, а не ребенок в садике, у бабушки и так далее. Понятно? Ну так, да. Немножко. Все хорошо. Потребность. Да, это очень интересно. Вот какая потребность есть, приходите, ну, по часовой стрелке надо пройти 3 раза. Если чтобы вот так, и сконцентрируйся на свою проблему. Ну, одну желательно, немного. Это как страх. Он охраняет это место, отводит всех пьяниц, это вот так. Вот это дерево. Здесь. Или крыша. Вот. Да, кто попрыгнул сразу, слава роду. Сразу прыгнул. Давай, давай, давай. Слава роду. Слава роду. Да, кто знакомый, тут можно вдвоем. Друзья, вдвоем прыгаем. Вдвоем. Ну хотя бы раза 3. Давайте. Слава роду. Вот общение тоже. Вы можете даже, когда вы медленно, у вас какая-то проблема есть, вот вы обратиться хотите, вот нужда, значит, знаете силу вы можете смотреть. Тоже по часовой стрелке 3 раза надо обойти. Вот, если вы думаете, о чем вы хотите передать или какую-то проблему решить, глобальную может, духовную, душевную, роду, племени своего, государства, я не знаю. Ну вот здесь вы можете по любому вопросу к роду обратиться. От бытовых проблем. Видите проблемы здесь есть. Ну, это прообраз, это Вышнего Бога, покровителя наших рода, Саволок. Вот и к нему тоже песни.
Вот, в любом месте. И тоже поприветствовать его. Так? Какие мысли у вас? Душу обоих. И сделает чисто. Так 3 раза. Вот вы и чувствуете, да? Чувствуете уже, как на ладони, вот уже по локтям идет. Да, только на краску. Все. Так. Это он помогает, значит, по площадкам воинам света. И он помогает, вот именно кто на духовном пути, вот этот соловей. Это зарождается, и вот, зачатие помогает вот, проявиться именно воинам. Соловей, это его образ, скрытый. Значит, их 3 раза. И можно обратиться по имени 3 раза. Вот с кем вы хотите общаться. И передать им просьбу, легчение или благодарение. Вот. Они вас слышат и помогут помнить вас. И женские вот проблемы, если у вас и слух, и все, вот к ней можно обращаться с человеком. Вот. В принципе, вот это слышим. Потом вот так выходим. Поблагодарить, значит, за общение, за мудрость, за силы, которые они нам дают каждый день. Ну вот, я вкратце так рассказал. Это участие. Пойдем теперь через уголь. Сам будет проводить, так? Поздравляю. Слава Богу. Уже хорошо. А пока какой? Слава Богу. Слава Богу. Так, следующий кто нам? Поздравляю. Слава Богу. Не надо вверх, вот так вот. Вверх, смотри. Вот так. Потом ты. А что у нас надо? Вверх, да? Сразу руду. Да, вот так. Давай, не думай ни о чем. Я хожу так. Приходишь, Паша, ты можешь сама, вода стоит, да. Так. А вы давай, ногу. Ничего. Ну и все. Вопьются немножко. Поздравляю. Сергей, давай. Да не бойся ты. Первый раз? Первый раз? Слава роду. Ну вот, молодец. Поздравляю. Слава роду. Слава роду. Делайте подними. Ты уже раза 3 уже, по-моему. Это ты уже ветеран. Сергей, давай со мной. Я буду с тобой. Хочешь?
Давай, Так, я сейчас. давайте. Или Значит, я ты, здесь. Петр, сам? Да. Давай. Вот смотри, видишь, так? Вверх смотри. У него аж мурашки все. Руки вверх. Смотри вверх. Смотри наверх. Смотри. Смотри вниз. Вперед. Вперед. Все, так. Давай. Наверх. Смотри наверх. Руки вверх. Руки вверх. Давай. Ну-ка, иди. Ну так ты, елки-палки. Ну ладно, встал на эту стекло. Все равно уже, все. Первый страж прошел. Первый страж прошел. Поздравляйте. Слава роду. Слава Богу. Ну все, видите, так вот, хоть так, да? Так, кто еще первый раз? Ты уже проходил. Все. Все. Ну ладно, давай. С Татьяной? Слава роду. Сейчас они встанут. Вперед воин. Так, ты потом проведешь всех остальных. Еще 2 раза. Да. Преодоление чего-то. Преодоление препятствий, да, и такой радость, да? Победой. Силу-то. Силу почувствовали? Вот, силу почувствовали, силу духа почувствовали. Благодарю вас. Вот мы как раз тренируем. Так, кто у нас еще первый раз? Все остальные уже такие уже были. Ну это все занятые разговорами. Так, ну вот сейчас мы все укрепление духа нашего, очищение тоже, и воли нашей. Мы сейчас будем ходить по углу. Смотрите, да. Надо всем ходить уже, все. Ну некоторые могут бегом пробегать. С радостью давай, с радостью. Чтобы жители этой страны, и чтобы желание исполнилось. Да. Еще 33. Очищение духа и души, воли, очищение, значит, от негатива, всех их помыслов, вот, страхов. Это здоровье. Каждый воин света, он вот как раз очищается через огонь, и после этого он может называться воином света, воином, огненным воином. И здоровье тоже. Это, ну, если так взять, это огнетерапия. Вот, у нас на площадке все находятся, значит, все выходы. И когда мы проходим через огонь, это воздействие стимулирует гармонию и здравие. Я бы сказал здравие. Гармония душевности, духовности и физического плана. Вот. И человек уверен становится для преодоления своих проблем, решения своих проблем. Здравия вам всем. Слава роду нашему. Ну где стоишь тоже? Это Вот так сжимать. укрепление духа нашего. А это плохо. В чем они заключаются? Чтобы у нас было продолжение рода, как жить надо. Как? Этим заповедям 100 лишним 100 тысяч лет. Вернитесь к своим корням, и вы откроете врата в божественный мир. Правь. Не входите в другие миры со своими законами, а соблюдайте законы мира того. Соблюдайте законы рамки великого. Будьте мудрыми и совершенными. Не идите за тьмой, а идите за светом. Ибо идущий за тьмой сгинут безвременно. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближайший ваш, ворог ваш. А внимайте вы тем, кто глаголит, что ближний ваш, друже ваш. Идите через миры многие, познавая их и совершенствуя дух свой. Не думайте, что многие земли безжизненны. На них жизнь вами невидимая, вашими чувствами неощущаемая. Не используйте вайсмары и ваймары во зло, это НЛО, дабы захватить другие миры, а используйте их для добра
и познания миров. И тогда дружбу жителей этих миров обретете от нее. Это, значит, верность супружеская. Очень актуально на сегодняшний день. Потому что пропаганда и все именно расцелено на то, чтобы уничтожить семью. В первую очередь женщину. Вырвать ее семью от ее обязанностей. Матери, жены. День рождения, дочь рожденная на священное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим только в священное лето. 15 лет. Кстати, у нас сейчас священное лето. Не имеет права прикасаться никакой к женщине. Да не возымейте других жен, кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда род мужской гибнет, во защиту дома своего, во защиту земли своей и веры своей. Вот только во время войны позволительно, значит, иметь связь с другим мужчиной. Уважайте странников, посланников Бога единого рода. Внимайте слову их и мудрости их. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас свободы, а живите по законам Бога единого. Не произносите имени Бога единого в суе, а глагольте его только в великие праздники. Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши. Украшайте жизнь свою радостью и деяниями благими. Да во славу богов и предков ваших. Я думаю, вот эти радости, когда мы такое преодолеваем себя, что она может заменить? Никакие деньги это не заменит. Это всегда с вами останется. Соблюдайте заповеди мои, да, что дал вам, и обретете помощь мою, да во все времена. Бог дал гарантии такое, 100 тысяч лет назад еще. Если вы будете соблюдать эти заповеди, то есть будете боготокровительным богом, и ничего вас не коснется. Ни распри, ни потери. А если это не случается, ну, нужно обратиться на своих делах. Исполняем ли вы эти заповеди? Слава богам. Слава богам. И слава народу нас. Слава роду нашу. Вот. Ну а теперь стали еще в круг и обменяемся немножко вот впечатлением. Может быть, какие-то у вас есть что-то, можете что-то сказать, пожелать. Какие ощущения? Вот хотелось бы так. Ну, можно. Да, действительно, давайте возьмемся за руки сначала. За руки надо браться, да? Можно, да. Задаст мысленно вопрос себе или загадает желание, которое будет полезно не только для него одного, но и для всех, кто здесь находится. К себя можно или можно по очереди, чтобы каждый вслух произносил желание. Так, ну откуда начнем? С Петра. Значит, будем бежать или можно разъединиться? Бежать-то надо. Ну, я желаю всем здравия, гармонии, красоты, качества в труде, семейное благополучие, душевной сердечной радости, да, чтобы песня была у вас в душе, в сердце вашем, и дух тоже говеял, значит, предкам нашим, мудрости предков наших. Ну, желаю всем здравия от всего сердца. Здравия вам и гармонии. Так, ну давай, Игорь. Я хочу пожелать любви, благополучия, здоровья всем, детям, у кого есть, удачи, везения, всего хорошего. Вот, тоже в труду. Я желаю всем стремления к совершенству, чтобы каждый прожитый день, в конце дня каждый подумал, что он в этой жизни узнал для себя хорошего, что почерпал, если что-то не успел, чтобы на следующий день себе такой план поставил. В общем, самосовершенствование всем. Желаю избавиться от пороков всем, себе, окружающим, друзьям. Кто еще употребляет алкоголь, бросать сигареты, наркотики, грязные мысли, чтобы от нас отступили. Я желаю всем найти свой путь, как бы думать своей головой, изучать разные культуры, науки, там, но как бы не до фанатизма. И, ну, как бы свой путь таки найти и идти вот этим путем, вот, который помогает. Я желаю, чтобы каждый человек руководствовался своим
разумом, мудростью и совестью. Желаю здравия, гармонии, познать себя каждому, направить свои мысли в нужном направлении. Ага, пожалуй, повторюсь, желаю всем вести все-таки здоровый образ жизни, да, от всего вредного отказаться, заняться все-таки спортом, поскольку он укрепляет тело, дух и вообще дает много энергии, отказаться от мяса, потому что тоже много энергии, духа и тело укрепляет очень сильно вегетарианская диета. И думать, да, прежде всего, своей головой, своим мозгом. Очень важно, да, верить прежде всего себе, да, ко всему остальному относиться все-таки не фанатично, скептицизмом, но все-таки проверять все лучше. Я желаю стремления всех людей к самосовершенствованию, постоянному развитию и успешного разрешения всех проблем. Желаю победить страхи и найти свой путь. Я желаю всем радости, здоровья, найти себя и сохранить себя на этой планете Земля. Пусть уйдут споры наших братьев и сестер, кто едины по духу и по крови, пусть у них, кто бы как, что бы ни называл, но чтобы был единый образ, и пусть братья и сестры жили в миру, всем здоровья, и пусть все желания, которые здесь говорят, пусть все исполнятся. Желаю всем благополучия, разума, мыслей светлых, понимания истины. Желаю, чтобы все, кто здесь находится, решили для себя раз и навсегда, кто они такие, и приняли себя такими, какие они на сегодняшний день существуют. Пусть все, что вы хотите, все исполнится. Пусть каждый день, который вы живете на свете, будет не напрасен. И пусть все мысли, что вы мыслите, будут ясными, благими, добрыми. Быть здоровыми, счастливыми, трудиться на свое благо, в достатке быть, добиваться этого достатка. Вот, своим трудом, следить за своим здоровьем, ну и быть счастливыми. Я желаю всем найти духовное равновесие и оставаться при нем. И быть уверенными в том, что каждое испытание для вас, оно идет к вам для того, чтобы вы развили в себе какие-то качества. Желаю всем людям, чтобы они больше объединялись по интересам, искали как бы общее между друг другом, они искали как бы различия и направлялись свои усилия на достижение, как бы, чтобы пользу приносили, дела делали и сделали мир лучше, как бы. Слава роду. Я желаю всем людям каждую минуту испытывать любовь и вообще всегда испытывать это чувство. Всем желаю любви, и чтобы у каждого человека сбылась его самая заветная мечта. Обязательно, чтобы он шел навстречу этой мечте. И желаю уверенности в себе и в своих силах. Получили вы сегодня, вот когда ходили? Да, конечно. Желаю каждому исполнения всех его желаний и мечт. Все. Слава богам. Слава роду. Слава роду. Слава роду. Это вот здесь вместо требы. Что мы сегодня заложили, это у нас будет в этом году. Кто еще не совершил все свои дела, до 1 ноября постарайтесь это все закончить и заложить новые семена на целый год. Значит, этот месяц как раз вот мы докладываем все лучшее и плохое, если на целый год. Вот как мы это сейчас заложим. Сегодняшний день я был в радости, я думаю, вот будет у нас пребывать радость в этом году. Следующее хождение у нас будет первое воскресенье. Да, это в начале ноября. Кто первый там у нас? Первое воскресенье, только в воскресенье будем. Кто знает, да, по старым традициям тоже на ютубе Любомир. Это старая славянская свадьба, тоже здесь снималась она, тоже посмотрите на ютубе. Это настоящая свадьба. Это не только так, как эти ритуалы, скорее всего, наоборот, неправильно. Татьяна, можешь немножко сказать по ритуалам, значит, вот, которые сейчас существуют, и вот там может быть негатив. То есть воровство. Ритуалы? Сними. Ага. Современные ритуалы, да? Да, вот что, какие вот нежелательно исполнять свадьбу. Но сейчас люди очень много времени тратят именно на организацию этой свадьбы. Очень много сил у них уходит и духовных, и душевных, и материальных, именно на то, чтобы не ударить в грязь лицом, скажем так. А главное, ведь это не то, как ты будешь выглядеть, какое у тебя будет платье, дорогое, дешевое, сколько у тебя будет машин в кортеже.
или сколько гостей ты пригласишь. Главное – это взаимоотношения будущих мужа и жены, чтобы они любили друг друга, уважали не только вот в этот праздник, а чтобы праздником стала вся их жизнь. Это самое главное. А все остальное – это детали. Детали не нужно ставить превыше этих чувств, превыше любви, понимания, нежности. Не надо ставить свадебное платье или дорогую машину. Пусть будет свадьба, может быть, и не особенно богата на все это, мишуру. Но главное, чтобы ваши чувства, отношения, любовь сохранились на всю вашу жизнь. И не только на эту жизнь, а на все жизни, которые вы проживете вместе. Так, и здесь все, подсоединение. Расскажи, вот это, что именно вот... Как Именно на этом месте, на месте силы Чебоксаров, происходит единение брачующихся, женящихся мужа и жены со всеми мирами, которые сейчас у нас здесь есть. Мир ведь не только материальный есть, мир есть душевный, мир есть духовный, есть мир наших предков, прадедов, мир слави, есть мир вышних богов, мир прави. И все они на этом месте желают вам светлых исполнений желаний, дают вам в приданное на свадьбу все ваши мысли, которые светлые, исполнятся здесь. Все пожелания, которые только могут у вас возникнуть на все ваши жизни, светлые, они все будут исполняться. Да, Благословение богов вы получаете на этом месте. Если излагаться современным языком христианским, да, здесь происходит венчание. Венчание на небесах. Свадьба на небесах. Да. А там, где вот, скажем, в других местах, то есть они искаженные тоже обряды и скорее на вредительство. Это вот разбрасывание мелочи, например, воровство, значит, невесты, алкоголь, распитие. Это все откладывается потом на семейную жизнь, запрограммируется, то есть умножается в несколько раз. Ссоры, распри. Поэтому вот это чистое, и этот день надо проводить на чистом месте. Вот на таких местах, как раньше наши предки. Любой мир. Вот это что должно соответствовать союзу молодоженов. И я желаю всем молодоженам в будущем иметь именно любовь, мир, лад в семье. И вот это место способствует подсоединению к роду вот этому ладу, гармонии, любви. И жить по совести, здравие, иметь честь, меру, стыд. Радости вам!